Построились, построились. Построились. Сюда, сюда, сюда. Идем. Так, ассаламу алейкум. Мы сейчас находимся в Фоке города Назрань, клуб Гелия. Идет сейчас, начинается тренировочный процесс. Тренера, команды, все на месте. Начинаем тренировочный процесс с построения. Про свои последние соревнования, где ты выступал, какое-то место там занял? Последние соревнования сейчас закончились прошлую субботу в Нальчике. Там проходил турнир класса А по боксу среди мужчин, посвященный возрождению репрессивного балкарского народа. Там по воле Всевышнего удалось выиграть, хотя я провел только один бой. И сразу попал в финал. Ну, альхамдулилля, выиграл, занял первое место. Если говорить про твой бой, или насколько сложно получился поединок, и что ты можешь сказать про своего соперника? Соперник был более чем достойный. Бой получился не так легко. Но, как обычно бывает, бокс – это очень сложный вид спорта. Бой закончился… То есть недосрочная победа, да? Да, бой закончился по очкам, досрочно не получилось выиграть. Но главное, альхамдулилля, выиграл. Расскажи про подготовку. Как ты готовился к этому турниру вообще? В какой форме ты находился? Готовились мы дома, здесь, с тренером, нашим тренером, с тренерами, точнее. Мы тренируемся под руководством заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры Местоева Макширик, это мой личный тренер. Также Жандаров Абдумалик, Шанхой Баслан, Жандаров Микаил. Тренерский состав у нас очень хороший. Готовились здесь дома. Подготовка проходила в хороших условиях, да, все было. И по воле Всевышнего получилось подготовиться хорошо и выступить достойно, занять первое место, самое главное. Вот. В форме, находился в хорошей форме. Ильяс, насколько я знаю, ты пока еще не начал тренировки. Вот в какой форме ты сейчас находишься? Расскажи про ближайшие планы. Ну, сейчас идет восстановительный процесс, чуть-чуть после соревнования отдыхаем. Но сегодня, уже завтра восстановим тренировочный процесс, так как уже в ближайшее время, через неделю, будет проходить отбор на чемпионат России в Хасавюрте, чемпионат профсоюза. Там тоже нужно выступить, так как соревнования только закончились, в неплохой форме, пару дней отдых и продолжаем работать. Я провел 4 боя, 4 одержал победу. Последние 2 боя было очень сложные, полуфинальный и финальный. Я там выложился, выполнил задание тренера, и все получилось. И я хотел сказать огромное спасибо нашему тренеру Макширику Местоеву за то, что он подготовил нас и работал с нами. И также всех тренеров хотел сказать спасибо Жандарову Микаилу, Жандару Ахмаду и Шанхою Беслану. Если говорить про твоих соперников, были среди них тех, с которыми ты раньше вообще встречался на других турнирах? Не было. Мы первый раз встречались, соперники были серьезные. Именно полуфинальный был с Владикавказа, с ним очень плотный бой был. И по воле Всевышнего я выиграл. То есть ты все поединки выиграл по очкам, да? Первый бой я выиграл ЯП, второй бой 5-0. И все 3 боя я выиграл 5-0. Смотри, после окончания турнира тебя выделили среди всех спортсменов, сказали, что у тебя лучшая техника, да? Вот насколько тебе, лучший боксер, да? Вот насколько тебе приятно было, что тебя так признали? Мне было очень приятно. Я все бои практически показал очень хорошо. Все это судьи так решили и признали лучший боксер турнира. Муса, насколько я знаю, у тебя небольшая травма, да, после турнира. Расскажи, как ты восстанавливаешься и когда планируешь начать тренировки? Через неделю мы будем в строю, иншаллах, и дальше будем готовиться на зонах, на чемпионат России. И на чемпионат России постараемся показать хороший результат, иншаллах. Вот этот теннисный мяч, он нужен для вообще координации тела, правильной работы рук и ног, правильное сочетание. Поэтому
нужно взять положение боксерской стойки и отбивать мяч маленький правильно и ловить ее. Двигаясь с челночком, работая ногами. И двигаясь вокруг. То с одной руки, то другой. А с одной руки на другую руку переходим. На. Uranı turnuir hani sapeniş kahtı var, kalı var. Törü var, kala var, teknik, fizik hamam. Çoğu var. Değer kosmos, sport var, sütücü. После хайдер результат развивать. Да, все нормально. Ez потом следишь, балач. Всегда выиграл вообще кичу муштер, а форму муштирать клуду чхан. Нормально. Кич дикер, гонять вес. Тренер дик по месту Макшип, Жандар Ахмад. Дик тренер был. А всегда выиграл вес ду гонять а халер вес гонг. Нормально халер, почти 6 килограмм. Ким-терас. Штаухоха. Вот я устич. Хайлит что мало веса или первый раз лучше именно веса. 54 лет. Что ценовашка хаву нормально турнир штыч. 54 килограмм. А веса конкуренция халюш на этих выйти. Нормально, халят. А соревнования там я не все на сдаху кичу мушту ас хотел же соревнования ближайший турнир известный я. Алшан СКО Йохан ближайший 12 апреля. Так что мы Алшан. Вот кичу я всегда. Иншаллах. Все, так, ребята, Ахмад, подведи, ребят, всех сюда, подведи. Так, подошли все, ребята, подошли. Так, малыши здесь построились. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так построились. Ахмад, вот так построй. Вот так. Так, ты на мешках, да? Все, так, те, которые на мешках, смотрите, ребята, распределяемся мы на две группы, на две части. Значит, одна часть младшие под сопровождением Ахмеда идут работать в парах, а старшая под нашим контролем, под нашим заданием работает на мешках. Значит, что делаем на мешках? 6 раундов. Значит, первый раунд работаем передней рукой. Так, малыши, распределиться дырья. Так, старшие, смотрите. Так, Зураб, Авел. Вот Зураб сейчас нам покажет работу передней рукой. Как передний джебом надо работать. Джеб прямой, боковой, снизу. Вот покажи это. Как. Вот сейчас Зураб покажет работу передним джебом. Там встречный отсюда, живот, голова сбоку, с уклоном. Вот, движение ног, ушел в защитное действие. Стоп, все хорошо. Понятно, да? Работаем передней рукой, джеб, разнообразно снизу, сбоку, хуки, там, апперкорты со смещением, с защитой. Приготовились? Ахмед, как мы знаем, ты работаешь с младшей группой в этом зале, и совсем недавно вы выезжали на всероссийские соревнования. Вот расскажи, как там выступили ребята и вообще где проходили соревнования? С 3 по 7 марта в городе Юсунфики Ставропольского края проходили соревнования. Открытый всероссийский турнир, и там участвовали, все возраста боксировали. Пацаны, я повез младших, разные категории весовые и возраст тоже. 14 пацанов стали победителями этого турнира. С хорошим результатом приехали мы. Можно ли, Ахмед, говорить, что это отличный результат и что ты доволен этим результатом? Это отличный из 100% результат. И все тренера, которые здесь работают,
довольны этим результатом. А вот, Ахмед, что ты можешь сказать про свою группу? Вот насколько перспективно у тебя дети тренируются? И расскажи про ближайшие планы. Ну, сейчас там есть там турниры. И сейчас недавно тоже пацаны поехали среди взрослых на мастерский турнир. Там тоже выиграли пацаны. Ну, в дальнейшем сейчас будем. Мы же едем на соревнования, когда положение соревнований бывает. Сейчас в дальнейшем нету пока, правда сказать, соревнования. Ахмед, а вот что ты можешь сказать про перспективы именно твоей группы? Ну, младшие сейчас перспектива есть, даже интерес уже есть, что в дальнейшем работать. Ну, будем работать, посмотрим. Надеемся, еще ринг покажет. Подошли, которые на мешках. Подойдите, ребята, которые на мешках, подошли. Так, сейчас второе задание. Второе задание нам покажет Хизир Измайлов. Значит, работа левой и работа правой отдельно. Работа левой, работа правой. Значит, как снизу, так и сбоку. Давай, покажи это. Отдельно работа вот правой, движением правой. Вот правый, то снизу правый, то сбоку правый, то шнурком правый. Вот. Там право-лево можно там. Вот право, стоп. Стоп. Примерно поняли, да? Работа передней рукой и работа задней рукой. Акцентированный удар. То снизу, то сбоку, то прямой. Прошлогодний год у нас был очень такой тяжелый, не только для бокса, спорта, вообще для людей, для всего мира с этой пандемией. И по результатам и по всей деятельности, конечно, он оказался очень тяжелым. И в связи с этим хотелось бы тоже поблагодарить и тех людей, которые были неравнодушны к этой проблеме, к врачам, которые помогали людям выходить из коматозного состояния, тяжелого состояния. И я переболел, и многие спортсмены, и все переболели. И я видел отношение врачей, непосредственно сам видел. И также хочется сказать им слова благодарности. А в этом году у нас немножко получше. Вот сейчас первые соревнования в марте. Команду отправили мы за счет средств спонсоров, за счет средств родителей, там, родственников. Собрали деньги, отправили команду в город Нальчики. Проходили соревнования, всероссийские соревнования класса А возрождения балкарского народа. Значит, там выступили с нашего клуба 4 боксера, и 4 принесли нам результаты. Это 100% результат. 2 чемпиона и 2 призера. Значит, там чемпионами стали Моусер Плиев, 75 килограммов, Ильяс Альтимиров, супер тяжелой весовой категории. И также призерами стали Магомед Тангиев, 64 килограмма, и Аслан Плиев, 57 килограммов. И также Моусер у нас Плиев получил приз лучшего боксера. Его признали, он в этом весе, там были сильные ребята, там один был и мастер спорта международного класса, чемпион Азербайджана, там, европейских игр, очень серьезный противник был. Вот. И нужно отметить тоже там, как они хорошо провели эти соревнования в Кабардино-Балкарии.
не разделяя там наших кабардинцев, балкарцев, объединили общую федерацию, сделали и призы, пояса, там вы посмотрите эти пояса, очень интересные пояса сделали чемпионов, там, те, которые завоевали там, звание мастер спорта России. Так, подошли на мешках. На мешках подошли. Значит, третий раунд. Работу третьего раунда сейчас покажет, значит, у нас Исрапов Добрый. Здесь, ну, Хавел, Магомед. Магомед, давай, потом Ахмед покажет. Ахмед, смотрите, сейчас мы работаем, разнообразные двойки и тройки. Разнообразные двойки и тройки. Раз, два, три. Раз, два, три. Лево. Работа левой. Работа левой. Живота на голову переходы. Голова на живот. Тройки разнообразные. Двойки, двойки. Работай левой. А ну давай. Показываем. Атаки. Раз, два, три. Атаки левый, правый. Левый сбоку, правый прямой. Атаки. Все эти атаки. Все это атаки. Работа левой и атаки. Все, хватит. Хватит. Понятно, да? Все, пошли, время. Планы у нас серьезные, подготовиться, работать и выступать на соревнованиях. Это все зависит от финансов. В данное время хотелось бы поблагодарить человека, который помогает в предподготовительном этапе, помог. Это Цуроев Юсуп. Также родители, которые постоянно поддерживают деньгами, финансируют поездки ребят. Без их участия мы не смогли бы отправлять на матчевые встречи, на всякие короткие сборы мы проводили для этих ребят. Чтобы выиграть серьезные соревнования, конечно, нужна этаповая работа. А без нее мы не можем никак на серьезные соревнования отправить, и чтобы они выиграли соревнования. Поэтому приходится вот, со стороны привлекать финансовые там, людей, которые могут поддержать финансово. Так, боксеры, подошли на минуту, подошли. Те, которые на мешках. Так, смотрите, сейчас у нас задание такое, произвольное задание. 3 раунда. 3 раунда произвольно работы. Произвольно работаем. Я на 3 раунда больше заданий не даю. Потом снимите перчатки, потом я вам дам новое задание. Все, приготовились. Так, смотрите, младшие, сейчас младшие на скамейках, младшие, старшим надо дать возможность в ринге старшие гимнастику делают, младшие делают на скамейках гимнастику, потом мы гимнастики растяжка, гимнастика, потом на общем фоне все мы делаем общую фотографию. Вот, и на этом заканчиваем тренировочный процесс.
тренировочный процесс подходит к концу. Сейчас идет заключительная часть, гимнастика, растяжка. Я хочу, чтобы все занимались спортом. Спорт объединяет, спорт растит здоровых людей. Мы за здоровый образ жизни. Адик хил масня.